Доброе пятничное утро. Заканчивается рабочая неделя и впереди выходные. Но не просто выходные, ведь 21 июня, в день летнего солнцестояния, вся республика будет отмечать светлый праздник Исех. А сегодняшний наш эфир пусть наполнит вас отличным настроением и новой полезной информацией. Покажем много вкусного и интересного. Поговорим с гостями в студии про социальную поддержку при трудоустройстве и про детский футбол. А еще ознакомим с актуальными новостями и окунемся в историю автомобилей. Утро Якутии в эфире. Информация о погоде в пятницу наиболее важна, ведь это отправная точка для планирования выходных. Давайте же узнаем, чего ожидать от погоды на территории всей нашей огромной республики. В центральных районах Якутии плюс 9-17 градусов, в заречной группе плюс 12, плюс 22, в южных районах плюс 8-14, в Вилюйской группе улусов плюс 8-15 градусов, в Нижнеленских 8-14 со знаком плюс, а в западных 7-14 градусов выше нуля. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 5, плюс 19, в Янских плюс 6, плюс 14, на северо-западе плюс 6, плюс 16. Что касается погоды в столице, то в Якутске температура воздуха на 6 часов утра была плюс 10 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер был слабый, 1 метр в секунду, западный. Днем сегодня пасмурно, без осадков, ветер 2-3 метра в секунду и температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. Замечательная погода, я думаю, в самый раз, чтобы погулять и насладиться прохладой. Но иногда погода, природа может удивлять. Но это не чудо и не аномалия. Всему есть научное объяснение. Просто запад Якутии оказался под влиянием циклона. И для жителей Мирного среди лета случился так называемый пробник зимы с самым настоящим снегом. Лето в Мирнинском и Ленском районах рано напомнило якутянам о приближающейся осени. В Ленске и Айхале прошел сильный ливень, а в удачном Чернышевском и Мирном выпали крупные хлопья снега. Прошедшие сутки на территории республики вышел глубокий циклон, который проследовал широтно с запада на восток. Под его влиянием прошедшие сутки был весь запад территории, поэтому наблюдались дожди, по количеству местами сильные. А запад территории, в том числе Мирнинский район, попадают в тыловую часть этого циклона, поэтому погода испортилась. В ближайшие сутки низкая температура воздуха сохранится. Ночью от 0 до плюс 5, днем от 8 до 13. Повысится температура в конце недели. Мне кажется, все-таки о снеге пока скучать рановато, ведь зима обязательно придет в свое время. А теперь новость для тех, кто следит за питанием. Полный отказ от сахара, вопреки популярному мнению, может не улучшить, а ухудшить здоровье. К такому выводу пришли ученые. Исследователи провели эксперимент. Те, кто сидел на диете без сахарозы, столкнулись с ухудшением контроля уровня глюкозы, снижением чувствительности к инсулину, нарушением баланса микрофлоры и даже воспалением печени. Ученые подчеркивают, улучшение самочувствия связано не с полным исключением сахара, а с сокращением ультрапереработанных продуктов и общим улучшением рациона. То есть ключевое слово здесь – баланс, а не запрет. И тут еще один аргумент в пользу умеренности. Врачи отмечают, переизбыток простых углеводов делает человека более привлекательным для комаров. Насекомые ориентируются на вещества, которые выделяет наше тело, а избыток сахара меняет их состав, и человек становится для комаров заметнее. Так что те, кто злоупотребляет сладким, находятся в группе риска. Также в этой группе спортсмены, люди с ускоренным обменом веществ и будущие мамы. Вывод простой. Сахар исключать из рациона не стоит, но и злоупотреблять им тоже не надо. Ищите золотую середину, и здоровью лучше, и комарам меньше поводов для внимания. Мне кажется, что после этого видеоряда с комарами у всех в голове появился писк и жужжание насекомых. Необходимо срочно отвлечься от комариной темы. И самое время узнать, что произошло в республике, стране и в мире. Из выпуска новостей, конечно. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу.
Айсен Николаев провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка, где обсуждались вопросы безопасности при подготовке к празднику Иссех-Олонхо в Кабайском улусе. Глава Кабайского улуса Иван Левин доложил, что подготовка ведется по утвержденному плану. Для обеспечения безопасности участников и гостей задействованы силы правоохранительных органов и спасательных служб. В местах проведения праздника будут организованы контрольно-пропускные пункты, усилено патрулирование. В селе Кабай на период мероприятий будет действовать запрет на продажу алкоголя. Запланировано усиление качества связи, а на водоемах установлены знаки о запрете купания. 1668 медицинских специалистов привлечены в Якутию по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 года. Федеральные программы показывают стабильно высокие результаты. Из общего числа привлеченных кадров 1361 врач различной специальности, 307 специалистов среднего звена – это фельдшеры, медицинские сестры. В прошлом году программа выполнена на 100%. В сельские больницы выехало работать 111 специалистов. Размер единовременной компенсационной выплаты для врачей составляет 2 миллиона рублей, для фельдшеров – 1 миллион рублей. Также предусмотрены 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, переезжающих работать в города с населением до 50 тысяч человек. С 24 июня по 14 июля Якутия встретит третьи международные интеллектуальные игры. Более 600 школьников из 14 стран и многих регионов России станут участниками масштабного события. В этом году состязания пройдут в гибридном формате, что позволит присоединиться к играм представителей зарубежья. В очном формате сойдутся 260 детей, среди них 14 участников из Китайской Народной Республики и Пакистана. Свыше 60 школьников прибудут из других регионов нашей страны. Мне кажется, это очень важно – показывать всему миру нашу открытость и того, что Якутия делает ставку на развитие человеческого капитала, на образование и науку. Потому что профориентация должна уже идти, мне кажется, со школьных лет. Вот у нас, допустим, завтра выездное заседание Российской академии наук будет. Тоже будем обсуждать развитие науки. И вот, мне кажется, это прям два связанных мероприятия. И мы очень рады, что Якутия в очередной раз становится вот таким центром международных игр. Программа соревнований построена таким образом, что школьники помимо основных интеллектуальных соревнований могут посетить международную исследовательскую школу. Она состоится 3 и 4 июля. Со 2 по 5 июля пройдет 33-я международная олимпиада школьников Туймада, которая охватит математику, физику, химию и информатику. Параллельно с основной программой пройдет медиашкола от детского издательства «Кескил». Не забыли организаторы и про педагогов. Для них будет организован образовательный салон «Территория успеха». Игры проводятся уже в 3-й раз. Стало традицией проводить их раз в 4 года. В 2018 году они проводились первый раз и были проведены очень успешно. Тогда в то еще мирное, спокойное время собралось около 40 стран. Если считать и ребят, участников, и экспертов, и жюри разных мероприятий, тогда было много, 12 мероприятий. И в 2022 году мы уже проводили в таком гибридном формате. С 18 по 20 июня в Нерюнгринском районе состоится международный венкийский национальный праздник Бакалдын. Это мероприятие приурочено Году единства народов в России, Году культуры в Якутии и столетию венкийского села Иенгра. На национальный венкийский праздник встречи лета, солнца, возрождения природы, сбора родовых племен после долгой и суровой северной зимы приедут гости из регионов России, официальных делегаций из Китая и Монголии, а также из разных районов республики. В этом году праздник проходит под символом венкийской богини Аи-Маин, покровительницы нитей жизни, соединяющей поколения. В 2026 году в Якутии продолжает действовать механизм государственной поддержки граждан при трудоустройстве – социальный контракт по направлению поиск работы. Данная мера предусматривает не только финансовую помощь, но и содействие в официальном оформлении занятости. В программе участвуют специалисты управления социальной защиты населения и труда.
О ключевых условиях, требованиях к кандидатам, размере выплат и порядке подачи документов мы поговорим с экспертом. В студии Валентина Сергеевна Портнягина, заместитель руководителя управления соцзащиты города Якутска. Доброе утро! Доброе утро, студия! Доброе утро, уважаемые зрители! Я бы хотела сказать о том, что действительно преимущественным правом на заключение социального контракта по направлению поиск работы обладают многодетные семьи и участники специальной военной операции и члены их семей. А кто еще может претендовать на получение государственной социальной помощи по соцконтракту в 2026 году вот в обычном порядке? Самое главное, чтобы у заявителя и у членов их семей размер среднедушевого дохода на одного члена семьи не превышал величину прожиточного минимума на трудоспособное население. В этом году это составляет порядка 28 026 рублей. Каждый год эта сумма, соответственно, пересматривается, Да, и нужно будет... да, все верно. Замечательно. А какая сумма выплаты по направлению поиска работы в этом году? О, сейчас я буду рассказывать долго. Так, мы все во внимании слушаем В вас. общем, каждая жизненная ситуация гражданина, она уникальна. И мероприятие по социальному контракту на поиск работы, оно состоит из нескольких этапов. На первом этапе гражданин при заключении социального контракта, он получает одну выплату. Одну выплату в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Так. Это 30 549 рублей. То есть эту сумму гражданин может потратить, например, на прохождение первичного медосмотра при поступлении на работу, покупки, например, форменной одежды, какого-то инвентаря рабочего, например, средства какой-то безопасности, да. За эти денежные средства чеками, товарными кассовыми чеками отчитываться в управлении соцзащиты не надо. Не нужно. Не нужно. Если заявитель в своем заявлении указывает, что ему необходимо еще и пройти обучение, то мы можем оплатить стоимость обучения не более 30 тысяч рублей, продолжительностью не более 3 месяцев, и оплата производится на расчетный счет образовательной организации, то есть не напрямую заявителю. То есть какие-то официальные краткосрочные образовательные курсы. Конечно. И подтверждающим документом будет акт выполненных работ или соответствующий сертификат о прохождении обучения. Так, прекрасно. Значит, следующий этап. Гражданин занимается активным поиском работы. То есть он должен быть заряжен на это. Он обучился, купил Да, необходимое да, оборудование. Да. Он ходит на ярмарки вакансий, знакомится с рынком труда, потребностями. После того, как он остановил свое решение, мы можем оплатить работодателю потенциальному еще и стажировку. Так. То есть работодатель должен быть, например, в этом случае какой-то коммерческой организацией, либо индивидуальным предпринимателем. Срок стажировки не более 3 месяцев. Но, как правило, он в среднем составляет где-то 2 месяца. Мы полностью возмещаем заработную плату в размере 1 МРОТ работодателю, плюс налоги, которые он тратит на этого гражданина, так скажем, да? И после этого наступает завершающий, самый главный этап, когда наш заявитель, он заключает трудовой договор. И при заключении трудового договора первые 3 месяца мы оплачиваем ему в размере одного прожиточного минимума в течение 3 месяцев. В этом случае он подтверждает трудоустройство, приносит к нам копию своего договора, и в следующие 2 месяца он приносит справку о трудоустройстве. И вообще, в целом, если все этапы в рамках социального контракта будут пройдены, то сумма поддержки может быть выше 460 тысяч рублей. Ого, это уже серьезная Это поддержка. серьезная действительно. поддержка, да. А вопрос по поводу трудоустройства, он должен устроиться туда же, где прошел стажировку, к тому же работодателю, или вот он может там месяц пройти стажировку и потом уйти куда-то в другое место? Это очень хитрый вопрос. Да, это очень хитро, потому что это звучит красиво. Конечно, есть такие моменты, когда человек, например, нашел работу, но что-то пошло не так, и он понимает, что он бы хотел реализовать себя немножко в другой области, да, но тогда после увольнения не должно пройти месяца до следующего трудоустройства. А вообще срок контракта до 9 месяцев заключается. То есть у него есть время, чтобы найти подходящую работу. Подумать, выбрать что-то для себя, но есть вот такие нюансики по времени ограничивающие. Хорошо. А куда обращаться для оформления социального контракта и какие документы необходимо человеку предоставить? Гражданин обращается в управление социальной защиты. Он может это сделать через портал госуслуг, либо через МФЦ, либо напрямую к нам. Мы находимся в городе Якутске, проспект Ленина 4/1,
Первый этаж, у нас там есть специалисты первоклассные, которые могут дать консультацию, помочь человеку с выбором профессии, обучения, ну, в общем, все необходимые, Документы какие-то, может быть, собрать, подсказать, что. Мгм. А есть ли еще какие-то требования к участникам программы? Вот основные требования мы обговорили. Может быть, есть все-таки какие-то еще подводные камни. Он не должен быть уволен с какого-то предыдущего правильно. места работы. Я вижу, что вы в теме. Я заинтересовался. Да, интересная программа, действительно. Вот на самом деле, с самого первого дня человек должен понимать, что он нацелен на трудоустройство. То есть он обращается именно за этой помощью, да, и он все этапы проходит. Это добровольное участие обязательно. Мы сопровождаем на всех этапах. И после трудоустройства он должен целый год не увольняться. Мы за этим как бы очень сильно следим. Ну, это его обязательство по Конечно, контракту, по сути, да, получается. конечно. Ага. И вообще гражданин может получить такую помощь всего 1 раз в год, но не ранее, чем с 12 месяцев после окончания предыдущего контракта. Мгм. А есть ли какие-то возрастные ограничения для потенциальных участников программы? Ну, человек должен быть трудоспособного возраста, а вот таких особых там ограничений таких нет. То есть Для пенсионеров, например, это приемлемо? Или... каждая жизненная ситуация, она уникальная. Безусловно. И мы подходим к этому с разных сторон, смотрим, да. Поэтому трудоспособный возраст у нас заключается до 70 лет для мужчин, 65 для женщин. И вот мы как бы в рамках, больше никаких ограничений нет. Прекрасно. Есть какие-то квоты, ограничения? Год от года они меняются, уменьшается количество или нет? И сколько на сегодня предусмотрено на этот год, соответственно, Ну квот? вот смотрите, если в прошлом 2025 году всего было реализовано по городу Якутску 115 квот, то в этом году мы планируем реализовать 169. О, это серьезное увеличение. Да, действительно, количество растет с каждым годом. Это связано с потребностью в обществе, заинтересованностью граждан. О том, что действительно эта мера очень нужная и важная. И она ищет как бы, ну, поддержку среди населения. Есть, получается, потенциал, что в будущем году еще больше Мы увеличится. очень на это надеемся. Но это, наверное, будет видно по итогам Да, этого года. Большое спасибо за полезную информацию. Давайте напомним еще адрес, куда нужно обратиться. Это Ленина 4/1, правильно? С Да. пакетом документов. И даже без документов можно подойти, и администраторы, операторы, сотрудники покажут, расскажут, и все будет у вас Самое главное хорошо. — паспорт. Самое главное — паспорт. Основной наш документ. Большое спасибо за полезную информацию. Что ж, после сладкой сахарной темы, о которой шла речь в начале нашего сегодняшнего эфира, хочется что-то сытное, мясное, горячее. Прекрасный вариант, на мой взгляд, томленая жеребятина с соусом. Рубрика «Блюдо дня». Доброе утро, Якутия! С вами снова я, Дмитрий Лунев, шеф-повар ресторана «Кабинет». И сегодня мы приготовим для вас жеребятину, томленую в соусе из кедрового ореха и брусники в мясном соусе, с гарниром из печеного перца фаршированного. Для этого нам понадобится болгарский перец, сливочный сыр, жирные сливки, сметана, жеребятина. У меня это уже подготовленная жеребятина, предварительно я ее коптил и довел до готовности. В домашних условиях вы можете взять любую жеребятину, предварительно томить ее в течение примерно 3 часов на медленном огне. Соль, перец, можно немножко сахара, и больше, в принципе, ничего для нее не нужно. Также нам понадобится соус. Соус у меня готовый, вы можете приготовить его просто. Бульон, который у вас останется от жеребятины, не выкидывайте. Добавьте туда обжаренной томатной пасты, немного муки с холодной водой, доведите до кипения. Добавьте туда обжаренный кедровый орех, свежую бруснику, сахар и доведите до вкуса. Соус у вас должен получиться кисло-сладкий вкус, соленый, с нотками жеребятины. Для начала мы обжариваем болгарский перец. Обжариваем, чтобы у нас получилась такая черная корочка. Вот такого состояния перца будет достаточно.
Теперь перец мы ставим запекаться в пароконвектомат, либо в духовку на температуру 180 градусов 15 минут, чтобы перец у нас стал мягким. И потом мы снимаем с него черную кожицу. Для приготовления сырной начинки нам понадобится сливочный сыр, либо творожный сыр, любой мягкий сыр, жирные сливки. У меня это 34%. Можно использовать, в принципе, любую жирность, но от 22%. Сметана и сушеный орегано. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Сырная масса должна получиться вот такой кремообразной консистенции. Берем наш предварительно обожженный и запеченный перец и фаршируем его нашим сырным кремом. И после мы прогреваем его, чтобы наш перец с сыром были горячими. Ну, все, пусть стоит. Берем наш подготовленный бруснично-ореховый с бульоном и жеребятины соус. Берем нашу жеребятину и прогреваем мясо вместе с соусом. Соус я немного разбавил горячей водой, потому что в процессе обжаривания он у нас будет выпариваться. И пока у нас греется мясо, соус дойдет до нужной консистенции. Приступаем к сервировке нашего блюда. Запеченный перец, предварительно очищенный от нашей обжаренной кожуры. Прогретая жеребятина вместе с соусом. И начинаем сервировать наше блюдо. Перец, жеребятина с соусом. Выливаем оставшийся соус. Немного приперчим наше блюдо. И сверху можно какую-либо зелень по желанию. Укроп, петрушку, рукколу. Вот так прямо на перец. Все. Наша жеребятина готова. Приятного аппетита! Выглядит очень вкусно и аппетитно. Двигаемся дальше. Где можно посмотреть на слонов? Конечно, в зоопарке, правда, к сожалению, пока не в Якутском. Скоро такая возможность появится у жителей и гостей Казани. Две юные слонихи прибыли в Татарстан из Лаоса в качестве подарка и сейчас проходят адаптацию. Вскоре они станут самыми популярными обитателями зоологического ботанического сада. Эти экзотические животные стали не только изюминкой казанского зоопарка, но и неофициальными символами проходящего сейчас в Казани саммита «Россия-АСЕАН». Юные самки 4 и 5 лет по имени Сахар и Удача резвятся и едят в вольере. Директор Казанского зоологического ботанического сада Асия Гизатуллина сообщила, что транспортировка животных прошла без проблем. Млекопитающие будут жить без активного вмешательства человека, чтобы им было комфортно. У нас отличные условия для пребывания слонов и одни из самых современных в России. Площадь наших вольеров суммарно составляет порядка 7000 квадратных метров. Это является действительно хорошим
хорошими, качественными условиями. Гизатуллина рассказала о текущем состоянии экзотических гостей. Они спокойно переходят на новый рацион. Им особенно полюбились груши. Самый интересный момент, они их раньше вообще не ели. Они ели бананы, там сахарный тростник. И в целом мы видим, что им нравятся активности, которые мы им предлагаем. Мы пробуем их водить, соответственно, в уличный вольер, да, им тоже там комфортно. Директор добавила, что как только закончится период адаптации, слонят покажут посетителям зоопарка. Сама адаптация зависит каждый раз от самочувствия самих животных. Здесь сложно предсказать. Мы понимаем, что это произойдет в течение лета, но как быстро такой процесс, он специфический. Действительно, я думаю, что мы попозже о нем расскажем, но пока все идет к тому, чтобы произошло быстро. Сахар и удача – азиатские слоны в возрасте 4 и 5 лет. 11 июня они прибыли в Казань в качестве подарка президенту России Владимиру Путину от лаосского лидера Тханглуна Сеулита в честь 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Саммит Россия-АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Организация включает 11 участников – Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Восточный Тимор. В сети набирает популярность необычный эксперимент. Одному псу по кличке Гризлер прикрепили на ошейник камеру и датчик сердечного ритма. И все работало по простому принципу. Как только питомец видел что-то по-настоящему интересное или радостное, его пульс учащался, и камера автоматически делала снимок. И что же чаще всего попадало в кадр? Любимая еда, конечно, без нее никуда. Другие животные, хозяин, игрушки, растения, зеленые лужайки и даже небо. Авторы проекта хотели показать одну простую мысль. Собаки умеют находить счастье в самых обычных вещах. И судя по получившимся фотографиям, у них это получается лучше, чем у многих людей. Теперь вы знаете, чем порадовать своего мохнатого друга, а заодно и самим вспомнить, что радость часто совсем рядом. А вот другой хвостатый совсем не разделял радости и устроил настоящий боевик. Уличного кота нашли на улице и привезли на обследование в ветеринарную клинику. Но пациент оказался категорически против такого поворота. Как только его вынули из переноски, он вырвался из рук персонала, ураганом промчался по кабинету, смел с полок все, что попадалось на пути, включая упаковки с медикаментами. А затем запрыгнул под панельный потолок и скрылся в нем, устроив настоящий хаос. На поиски беглеца ушло немало времени. Персоналу пришлось проводить настоящую спецоперацию – захват. В итоге мохнатого дебошира все же поймали, когда он упал из подвесного потолка. Но эмоции на лицах ветеринаров и хозяев, судя по всему, запомнятся им надолго. А если один кот может устроить хаос в клинике, то представьте, что случится, когда в дом врывается целая толпа диких животных. Именно это произошло в Намибии. Женщина вернулась домой и обнаружила, что стая бабуинов разнесла всю кухню. Приматы опустошили холодильник и кухонные шкафы в поисках еды. Наглые бабуины не испугались ни собаку, ни вернувшуюся хозяйку. Они продолжали спокойно поедать все, что находили. И вообще вели себя так, как будто это их собственный дом. Вот так. Один кот устроил боевик в клинике, а целая толпа бабуинов захватила чужой дом. И у каждого свое представление о том, чей здесь обед. Что ж, думаю, после такого нашествия хозяйке будет очень сложно найти дома какую-то необходимую в хозяйстве вещь. А ведь многие, даже самые маленькие вещи, имеют свою историю и могут представлять для их владельца память и ценность. Старые автомобили тоже обладают богатой историей, и иногда она может быть более закрученной, чем кажется на первый взгляд. В отличие от знаменитого Volkswagen, польский грузовик изначально назывался «Жук», а не в виде прозвища, пусть и заслуженного. Его с 1958 года прошлого века выпускал завод «Фабрика самоходов Цезарович», фабрика грузовых автомобилей в городе Люблин. В 1968 году начались поставки польских микроавтобусов «Жук А-07» в СССР, который в народе получил ласковое прозвище «Польский Жук».
За все время производства было выпущено около 600 тысяч таких автомобилей, причем большая часть из них досталась Советскому Союзу. Представлял собой компактный малотоннажный грузовой автомобиль, который завоевал популярность благодаря своей универсальности. Для своего времени он был хорош и незаменим. Производители создали несколько вариантов этой машины, от классического пикапа до грузопассажирской версии, включая цельнометаллический фургон. На советском рынке наибольшее распространение получили два варианта – стандартный фургон и бортовой грузовик с металлической кабиной и деревянным кузовом. Эти практичные автомобили успешно справлялись с различными задачами, доставляли товары, перевозили продукты питания и даже служили передвижными пунктами приема вещей, химчистку, активно участвуя в развитии сферы бытовых услуг. Но, по сути, это модификация знаменитой Горьковской Победы. Другая автомашина из-за политических перипетий 20 века, когда мы то дружили с Китаем, то враждовали, редко попадал на родные советские просторы. Китайский внедорожник Beijing BJ-212, сейчас известный как BAV-212, не поставлялся в СССР, но тесно связан с советским автопромом. Разработанный в 60-х годах для армии Китайской Народной Республики, он создавался с использованием агрегатов и узлов советского ГАЗ-69, а внешне и конструктивно стал очень близок УАЗ-469. Если заглянуть в кабину, если так можно назвать, можно заметить, что нет разницы, где сидишь, козлики или BG. А ирония истории в том, что буквально в прошлом году Beijing Motor Works активно начал экспансию на российский рынок с моделью 212, который по сути является, да, пусть современной, но почти копией изначального 212. Доработано шасси, да, электроники много, но по философии это старый добрый 212. Такая вот усмешка судьбы. Да, действительно, для многих автовладельцев их автомобиль – это история, память, радость, которая может дариться каждый день. Вот и наступило время как следует взбодриться. Активная, динамичная утренняя зарядка придаст вам энергию на весь день, подарит легкость, грацию и пластику. Главное – делать это регулярно и успевать за нашим тренером. Доброе утро! С вами на связи тренер Марина Никулина. Начинаем нашу разминку. Поставили ноги на ширине плеч, руки положили на пояс и начинаем шейного отдела. Раз, два, полукруг, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки на плечи положили и раз, два, 3, 4 назад и раз, два, 3, 4. Хорошо, руки перед собой, к себе, локтевой сустав разогреваем и от себя. Раз, два, 3, 4. Теперь руки положили на пояс, подняли правую ногу и разогреваем тазобедренный сустав, вращая 5 раз от себя. Хорошо. Теперь то же самое к себе. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Поменяли ножку 5 раз от себя. Если у вас не получается держать равновесие на одной ноге, можно ногу целиком поставить на пол и повторить. Еще раз. И к себе поменяли. 2, 3, 4, 5. Хорошо. Ноги поставили на ширине плеч. Круговые движения тазом. Разогреваем поясницу, копчик. 5 раз в одну сторону и в другую сторону. Отлично. 3, 2, 1. Ноги вместе, руки на коленки. Колени рисуем круг аккуратно 5 раз в одну сторону. Колени полностью не выпрямляем. 3, 4, 5 и в другую. Раз, два, 3, 4, 5. Хорошо. Теперь руки перед собой, запястья в замок и голеностоп обязательно. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Руки, ноги встряхнули, сделали глубокий вдох через нос и выдох. Наклонились вперед. Выдох. Хорошо. Теперь основное упражнение, которое всегда выполняем силовое, многосуставное, это приседание. Итак, изначальная позиция, ноги на ширине плеч, руки перед собой. Делаем вдох, садимся, шаг вправо, сели, встали, выдох, пришагнули к себе, в сторону влево пошли, сели, вдох, встали, выдох, ножку к себе и поехали. Вдох, встали, выдох, сели, вдох, встали, выдох. Самое главное, таз отводим назад, колени внутрь не клюют.
коленки в сторону. И еще раз. Итак, мы делаем 10 раз. Вдох, выдох. Хорошо, выполнили 10 раз. И сейчас самое главное. Встаем в статику и стоим на счет 10. Обязательно контролируйте, посмотрите на свои ноги, чтобы у вас колени не уходили вперед. Таз назад отвели, колени за носочек не выходят. Стоим, еще, стоим, терпим, ягодицы будут гореть. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. И теперь делаем памп. Раскачиваемся сильно, высоко не поднимаемся, остаемся на горизонтали с полом. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, встаем. Выдох. Хорошо. И поехали. Второй подход. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Можно чуть побыстрее, у кого получается. Отлично. Ага. И 5. Вдох, выдох наверху. 4, 3, 2, 1. Молодцы. И поехали в статику. Смотрите, встаем, таз ушел назад. Держим, как будто мы хотим на стульчик сесть. Если не получается, поставьте стульчик, чтобы была вот страховка, что вы назад не упадете. Стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох и выдох. Хорошо. Теперь сделаем растяжку. Очень важно после упражнения, чтобы сохранить эластичность мышц и быстро восстановиться. Возьмите за что-нибудь, за стол. Или если получается держать равновесие, берем левую ногу за голеностоп, ближе к ягодице и отводим назад. Делаем вдох, выдох, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, поменяли ножку. Вдох и выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Ногу левую поставили чуть вперед. Таз отводим назад, носочек тянем к потолку, растягиваем икроножные мышцы. Раскачиваемся. 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу, ножку вперед, носочек в потолок. Таз назад, тянем. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. А теперь очень важно. Поставили ноги широко. Сделали вдох, выдох. Взяли себя за голеностоп и потянули себя медленно ногам. 3, 2, 1. Хорошо. Вы большие молодцы. Двигайтесь дальше. Выполняйте все упражнения. И я гарантирую здоровые ноги, здоровое сердце. Сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Праздник, который напоминает о том, что спорт помогает детям не только укреплять здоровье, но и учит работать в команде, быть дисциплинированными и уверенно идти к своим целям. О том, как сегодня развивается детский футбол, с какого возраста можно начинать заниматься и почему этот вид спорта остается одним из самых популярных у детей, поговорим со старшим тренером детского футбольного клуба «Динамо» Максимом Шибаевым. Доброе утро, Максим. Доброе утро, Евгений. Доброе утро, уважаемые Рад вас видеть. Тема спорта, Спасибо. да еще и футбола в день, так сказать, Всемирный детского футбола очень актуальна. Давайте о ней поговорим. Почему все-таки детский футбол, на ваш взгляд, остается одним из самых популярных? Мне кажется, прежде всего это эмоции. Те эмоции, которые мальчишки выдают на поле. Это страсть, это голы, это комбинации, это красивые голы. Вот, в девятке, в шестерке. И, говорю, те все, та радость, то удовольствие, которое получают детишки от этой игры. И та доступность, наверное, этого вида спорта и определяет его положение сейчас в мире. Он всегда был, есть и, как мне кажется, будет видом спорта номер 1 в мире. А вот кто, на ваш взгляд, получает больше эмоций? Сами игроки или все-таки родители? Потому что детский футбол, и ведь родители — это основные болельщики. Лучше играть в футбол, я так скажу, находиться на поле, чем смотреть, болеть, смотреть, переживать, и с этим сталкиваешься. И я, как отец, тоже с этим столкнулся. Мои детишки тоже все играют в футбол. Я не навязывал свои пожелания к этому виду спорта. Выбирайте сами. Единственное, что сказал
сказал, вы в любом случае будете заниматься спортом. И они у меня тоже играют в футбол, и когда порой со стороны смотришь, это намного сложнее, тяжелее, да, поэтому лучше находиться там и сам играл. Гуще событий. Да, поэтому... Супер. С какого возраста ребенку можно начинать заниматься футболом? Вы знаете, сейчас у нас, ну как правильно выразиться, не век, а время коммерциализации, что ли. И, к сожалению, большому пренебрегают этим очень сильно. Я сейчас говорю о здоровье ребенка. Вот, поэтому, потому что психику, эмоциональное, физиологическое состояние и возможность организма, она говорит о том, что вот как сейчас принято, 3-4 годика берут детишек на футбол, это, конечно, очень хорошо, потому что система организма к этому не готова, и, возможно, и центральная нервная система, и опорно-двигательный аппарат придет к скорейшему износу. Ну, если то есть начинать... не типичная для ребенка нагрузка. Ну, конечно, но о чем мы говорим, если ребенку только 3 годика? Самое страшное, что может быть еще в целом произойти, нарушение метаболизма работы системы организма. Поэтому, если в советское время мы приходили на футбол 8-9 лет, и это учитывалось, понимаете, в чем дело и в чем важность, то сейчас, к сожалению, я бы вот, зная, что есть такие у нас структуры, которые берут мальчишки, я бы родителям посоветовал очень внимательно к этому относиться и не раньше 6 годиков. Прям дошкольники уже, не малыши, а дошкольники. Да. Ни в коем случае не торопился бы. Понятно, мальчишки. хорошо. И с детства пусть он бегает, прыгает, кувыркается, занимается. Все равно активность какая-то будет, а уже безусловно, специализированная начнется позже. Да, родители, берите на заметку. А что важнее на первых тренировках для ребенка? Физическая подготовка или все-таки вот желание, стремление ребенка играть? Нет никакой физической подготовки в плане того, что разница, и ребенок, его глаза горящие, его любовь к этой игре, это самое важное. Поэтому детишки приходят и, пожалуйста, занимайтесь. Конечно, есть определенные медицинские, если вдруг противопоказания, по сердечку, может, еще по другим каким-то причинам, медицинским, то, пока как бы выждать паузу, пройти там обследование, полностью восстановиться, и когда будут готовы все эти, то, конечно. Как понять, что ребенку действительно интересно заниматься футболом, что он не через силу туда ходит, а вот по горящим глазам, или есть еще какие-то... Вы уже ответили, горящие глаза, опять-таки. Да, это самый основной, по-моему, показатель. Это страсть, футбол, это страсть, это улыбка, это радость, это коммуницирование с мальчишками, с партнерами. Конечно, это команда. Его двигательная активность, он весь в игре, он весь в желании. И это ребенок, он в комфортной среде. Когда же ребенок может потухшие глазки, ему не очень интересно. Бывают же и такие случаи, когда родители приводят детей на футбол ради того, чтобы... насильно, отвлечь его от каких-то бич нашего времени, там, гаджетов, еще чего-то, компьютеров, и туда его силком. Бывает это заметно, и мы говорим, что лучше не стоит, толку не будет. Зачем? Поэтому... Только по страсти и по основной улыбке. Критерий. Да. Отлично. А насколько востребованы занятия футболом у нас в городе? В республике, в городе, Якутске? Вообще у нас в Якутске на сегодняшний день проводятся 2 лиги. Детская футбольная лига Дахсубон, республиканская детская футбольная лига. И около, если взять все наши частные структуры, а также ДЮСШ и специализированную школу футбола, то около 2000 детишек на сегодняшний день у нас занимаются в различных секциях. Это здорово, это довольно большая, высокая популярность. То есть желание, оно растет, и детишки с большим удовольствием ходят. Это прекрасно, я считаю. Какие-то изменения в детском футболе за последнее время вы замечали? Прослеживается какая-то тенденция? Я бы, наверное, заметил такое изменение. Это как порой это самая
страсть. Но тут, наверное, даже, знаете, не детишки виноваты, а эмоции и желания родителей захлестывают. И это, к сожалению, каким-то образом, не каким-то, а это уходит и на мальчишек, да. И бывает очень высокая заточенность на результате, вот, хотя в детско-юношеском футболе это не очень, это не главный критерий, поймите, да, для развития ребенка. И вот этот вот результат, чтобы их ребенок выделялся, забивал, был лидером, и какое-то порой даже, знаете, не очень хорошее, к сожалению, взаимоотношения с соперниками, да, которые против тебя. Вот да, такие моменты есть, и эта страсть, она тоже бывает вспыхивает. То есть тут бы я момент отнес. Это не дети виноваты, а, к сожалению, наверное, возможности сегодня футбола, да, как игры сделать очень много в жизни может состояться ребенок, и родители как бы очень сильно в этом задействованы. Понятно. Ну что ж, спасибо большое за информацию. Остается нам пожелать всем родителям и детям успехов, и занимайтесь спортом. Это просто прекрасно. Спасибо. Спасибо. Какими же событиями и фактами богат сегодняшний день? Кто из знаменитостей родился 19 июня и что произошло много лет назад, расскажет рубрика «Даты и события». На календаре 19 июня. Сегодня Всемирный день детского футбола, Международный день прогулки. По народному календарю Ларион Пропольник. На Лариона было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион, дурную траву из поля вон», говорили крестьяне. В народе знали, если вовремя не справиться с сорняками, они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть», приговаривали во время неприятной работы. Этот день в истории. В 240 году до нашей эры греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. В 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на территории США. В 1957 году в Ленинграде на площади Искусств открыт памятник Александру Пушкину. В 2002 году путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. В этот день родились Блэс Паскаль, французский ученый, изобретатель, философ, писатель. Федор Глинка, русский поэт, публицист, прозаик, декабрист. Кирилл Лемах, русский жанровый живописец, академик. Наталья Селезнева, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Сергей Макаров, советский российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Именины отмечают Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна и Фёкла. Ну а сейчас пришло время передать слово нашим коллегам из службы новостей. А мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. В медцентр Якутска поступило новое оснащение для реабилитации детей. Отделение получило 14 единиц современного оборудования. Это тренажеры для разработки верхних и нижних конечностей, имитатор ходьбы, аппараты для физиотерапии. Технику используют для занятия лечения физкультурой, улучшения кровоснабжения, снятия отеков и обезболивания. Это помогает юным пациентам с плоскостопием, нарушением осанки, неврологическими заболеваниями и послеродовыми травмами. Сумма здесь будет где-то 12 миллионов. Ага. Ну, благодаря вот этому проекту, замечательному проекту, да, у нас работа вообще стала лучше, да, и для персонала стало лучше, да, и для специалистов, и, ну, конечно, в первую очередь еще для пациентов. Да. Дети получают качественную реабилитационную помощь. В Якутске новый полигон твердых коммунальных отходов введут к концу года. Старый полигон, который выработал свой ресурс, должен быть закрыт. После этого правительство республики совместно с городской администрацией займутся его рекультивацией. Сейчас главная задача городских властей – максимально оперативно, насколько это можно, локализовать, быстрее потушить пожар. Очень надеюсь, что они с этим справятся, отметил глава Якутии Айсен Николаев. Напомним, на 26-м километре Вилюйского тракта ведется строительство сортировочного
промышленного комплекса твердых отходов. Уже идет обустройство нулевого цикла, закуплены материалы и оборудование для обезвреживания отходов. В единстве наша сила. В столице республики прошла патриотическая акция в поддержку Союза женщин России, посвященная 85-летию со дня образования антифашистского комитета советских женщин и Дню памяти и скорби. Мероприятие объединило более 80 участников, среди которых были представительницы женсоветов, активисты-волонтеры, а также студенты и школьники. Памятная программа началась в студенческом городке с торжественного митинга и возложения цветов к мемориалу славы. В рамках дискуссионной части собравшиеся обсудили историческую роль женского движения в борьбе за мир и современные подходы к воспитанию молодежи. В Якутске продолжается летняя оздоровительная кампания для детей и подростков. В этом году на базе центра «Сосновый Бор» организована работа 3 загородных площадок – «Сосновый Бор», «Кескил» и «Энергетик», где в течение сезона пройдут 11 тематических смен различной направленности. Летняя программа охватывает патриотическое, экологическое, спортивное, международное и просветительское направление. Участниками смен становятся дети и подростки со всей республики, для которых созданы условия не только для полноценного отдыха и оздоровления, но и для развития лидерских качеств, творческих способностей, гражданской ответственности и навыков командной работы. Уже 24 июня на площадке стартует международная смена «Дипломаты будущего». Якутский спортсмен Павел Васильев стал победителем первенства России по боксу среди юниоров до 22 лет. В финальном поединке, состоявшемся 12 июня в Краснодаре, боксер из Усть-Алданского улуса одержал победу над Иваном Курбачевым из Забайкальского края со счетом 5-0 в весовой категории до 48 килограммов. Другой представитель сборной Якутии Руслан Никитин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 63,5 килограммов, уступив в финале мастеру спорта международного класса Егору Казареву из Новосибирска. Всего в соревнованиях приняли участие 10 юношей и 3 девушки из республики. Сегодня призеров с успешным выступлением поздравит министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов. Боксом занимаюсь больше 10 лет. Соревнования прошли на хорошем уровне, заняли 1 место. Подготовка тоже прошла хорошая в руководстве старших тренеров по молодежке Егорова Николая Михайловича и личного тренера Иванова Илья Петровича. Вышел уверенно, поэтому таких неожиданных ничего не получилось. Все было, как хотел. В сентябре-ноябре первенство мира и первенство Европы должно быть. Там готовились сейчас. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках. Напомню, что сегодня в Якутске хоть и пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов, слабый ветер. И, конечно же, сегодня хотим всех поздравить с наступающим светлым праздником Эсэх и пожелать вам и вашим близким больше радости, удачи и здоровья, хорошего настроения, и пусть все сложится так, как вы задумали. Всем желаем ярких, активных выходных. До встречи в эфире и всего доброго вам и вашим близким.
Thank you.